Главные события вторника, 17 октября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Российский лидер примет участие в открытии форума «Один пояс, один путь» и проведет ряд двухсторонних встреч. Закрытие паромной переправы Якутск-Нижний Бестях ожидается 25 октября. Сроки были сдвинуты из-за установления теплой погоды. Якутия сохраняет стабильный интерес к дальневосточной ипотеке. С начала работы программы в регионе выдали более 18 тысяч кредитов. Фокус внимания на бизнес. В Якутске встретились представители контрольно-надзорных органов власти и бизнес-сообщества. Под их ногами плавится паркет. В Москве проходят 29-е всероссийские соревнования по танцевальному спорту, где республику представили сразу несколько пар. Россия в сентябре лидировала по экспорту товаров в Турцию по морю, увеличив объемы поставок более чем на 11% за год. В структуре импорта Турции преимущественно нефть, дизельное топливо и уголь. Зерна в топе по объемам нет. Всего за сентябрь турецкие порты обработали более 42 миллионов тонн грузов, что меньше на 2,9% по сравнению с сентябрем 2022 года. Объем обработанных грузов с начала года по сравнению с тем же периодом 2022 года также уменьшился на 4,2% и превысил 391 миллион тонн. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет 2 дня, 17 и 18 октября. Рабочий график российского президента весьма насыщенный. Первый день своего визита Путин по большей части посвятит двусторонним встречам с коллегами, также принимающими участие в третьем международном форуме «Один пояс, один путь». Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двухсторонних встреч на полях форума. Российско-вьетнамский товарооборот в 2023 году растет, развиваются также гуманитарные связи двух стран и сотрудничество на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с его вьетнамским коллегой Во Ван Тхэнгом. Он отметил, что для развития торговых связей работает межправительственная комиссия двух стран. Президент напомнил также о соглашении о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, и потенциал в этой сфере, по словам Путина, еще не раскрыт. Также президент России провел в Пекине переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В начале встречи Путин отметил, что в нынешних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены. В заключение прошла встреча с премьер-министром Королевства Таиланд Ситхой Тхависином. Глава Якутии Айсан Николаев в понедельник провел встречу с руководством китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзянь, в ходе которой стороны обсудили развитие двухстороннего регионального сотрудничества. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Харбине. Отмечается, что стороны обсудили весь спектр двухстороннего регионального сотрудничества, включая торгово-экономические отношения и гуманитарные связи. На встрече также присутствовал генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор провинции Хэйлунцзянь Лянь Хуэлинь. Якутские предприятия приглашены к участию в Харбинской пилотной зоне свободной торговли. Глава Якутии Айсан Николаев находится с рабочим визитом в КНР. Там состоялись переговоры с первым секретарем Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзянь Сюйцинем и губернатором провинции Лянь Хэйулинь. Секретарь парткома провинции сообщил о готовности работать с Якутией для расширения сотрудничества, в том числе для внесения вклада в реализацию проекта «Один пояс, один путь». Закрытие паромной переправы Якутск-Нижний Бестях ожидается предварительно 25 октября в зависимости от погодных условий. Сейчас в перевозках задействованы 13 судов компании «Паромы Якутии». Время работы паромной переправы остается неизменным с 5 утра до 12 ночи. При этом с 18 октября произойдет повышение тарифов на паромные перевозки. Количество паромов будет сокращаться в зависимости от погодных условий. При этом, как показывает практика, к концу октября на маршруте остаются 4 парома, которые затем переходят на работу с ледоколом. Перевозчиками принято решение о том, что тарифы у нас остаются на уровне 2016 года, и тарифы по грузовым автотранспортным средствам не будут повышены до 25 октября. По остальным автотранспортным средствам это увеличение стоимости будет в пределах 10-20%.
в зависимости от тоннажа. После открытия проспекта Ленина для сквозного движения автотранспорта госавтоинспекция столкнулась с проблемой неправильной парковки на проезжей части. Водители часто игнорируют предписания дорожных знаков и ставят свои автомобили не по правилам, тем самым создавая помехи движению. В скором времени на проспекте возобновится движение маршрутных автобусов и возрастет плотность трафика. И припаркованные вдоль проспекта автомобили могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций. В некоторых участках по проспекту Ленина водители ставят свои транспортные средства не параллельно проезжей части, а уже поперек, то есть уже мешая и создавая помехи другим участникам дорожного движения. За данное нарушение требований дорожных знаков водителю, опять же, предполагается штраф административный в размере 1500 рублей. В республике интерес к дальневосточной ипотеке держится на стабильно высоком уровне. Якутия заняла вторую позицию после Приморского края по количеству выданных ипотечных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». Всего выдано более 18 тысяч кредитов на общую сумму более 88 миллиардов рублей. Только в этом году льготную ипотеку оформило около 6 тысяч якутян. Подробности в следующем материале. Спрос растет, увеличиваются и цены на квартиры в новостройках, и приобрести жилье за 6 миллионов становится труднее. Сегодня на рынке недвижимости Якутска цена за однокомнатную квартиру, расположенную в центре, составляет 6,5 миллионов рублей, а за двухкомнатную – 8 миллионов и выше. Этот факт не остался без внимания руководства страны. Поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров. И таким образом у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома. В текущем году в условия льготной ипотеки внесли изменения в пользу заемщиков. Так, дальневосточную ипотеку продлили до конца 2030 года. Были смягчены условия для мобилизованных и участников СВО. Появилась возможность приобретения по договору купли-продажи готового жилья или жилья с земельным участком у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся первыми собственниками, а также строительство дома через аккредитованного подрядчика без поручителя и залога. В дальнейшем условия планируется расширить еще по нескольким критериям. 2% годовых на 20 лет пока что. Этот срок хотят увеличить, но рассматривают данный вопрос до 30 лет. Ежемесячный взнос стал бы меньше. То есть для многих семей, многодетных особенно, даже 15, 20, 30 тысяч в месяц платить ежемесячный платеж – это как бы нелегко. 6 миллионов – это максимальная сумма ипотеки. Но рассматривается вопрос о том, чтобы увеличить эту сумму до 9 миллионов, соответственно. Также рассматривается вопрос о том, чтобы увеличить возрастную категорию не до 36 лет, а до 40 лет. Благодаря нововведениям 2022 года дальневосточная ипотека также стала доступна для учителей, воспитателей, врачей, медсестер и санитарок государственных учреждений. Все банки, участники программы льготной ипотеки в Якутии, работают по новым условиям кредитования. Некоторые устанавливают свои акции, снизив 2% ставку. В этом году доля заявок по дальневосточной ипотеке составила 80%. На такие большие показатели, конечно же, повлияло прошлогоднее расширение целевой аудитории. Уровень одобрения по данной программе остается традиционно высоким и составляет около 70%. В нашем банке также действует акция на определенные объекты. Минимальная ставка по дальневосточной ипотеке составляет 1,5%. Самый часто задаваемый вопрос у заемщиков остается по условиям одобрения ипотеки. Для того, чтобы банк его одобрил, надо иметь хорошую кредитную историю, а также иметь стабильный доход. Кредитная история плохая, если у вас в течение 3 последних лет есть какие-то просрочки. По поводу доходов. Да, доходы человек должен отработать на последнем месте работы 3 месяца, получать заработную плату и, значит, если человек хочет максимально использовать все 6 миллионов рублей, то ему потребуется зарплата где-то около 50 тысяч в месяц. Как отмечают банки-участники программ льготной ипотеки, именно дальневосточная ипотека имеет высокий уровень одобряемости. Все знакомые, которые купили квартиры, берут по ДВИ, да, сейчас все удовлетворяет. Мы вообще
купили как раз в тот момент, когда было завышение цен, и мы как раз купили по минимальной цене. Были страхи, то, что не одобрят, да, тогда у нас была вообще маленькая заработная плата у обоих, небольшая была, поэтому были, конечно, страхи. Напомним, получить ипотеку по такой льготной ставке вправе супруги в возрасте до 35 лет включительно, родители-одиночки такого же возраста, участники программы «Дальневосточный гектар», педагоги и медицинские работники, которые проработали на Дальнем Востоке не менее 5 лет, россияне, которые ранее проживали на территории Украины, ДНР и ЛНР, вынужденные переехать и в настоящее время живут на Дальнем Востоке. Марфирина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск. Собственники земельных участков, домов, квартир, комнат, дач, гаражей, транспортных средств должны уплатить налоги за прошлый год не позднее 1 декабря текущего года. Для того, чтобы граждане вовремя оплатили, специалисты налоговых служб отправили более 450 тысяч уведомлений. Из них половина в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» и остальные письма в отделениях Почты России. Сейчас налоги можно оплатить 4 способами. Об этом подробно расскажут 19 октября и 16 ноября в рамках акции «День открытых дверей». Мероприятия будут проведены во всех налоговых службах с 9 часов утра до 6 часов вечера. По имуществу налогов физических лиц есть льготы как отдельно по налогу на имущество физических лиц. Это 15 категорий налогоплательщиков, то есть это получается герои Российской Федерации, ветераны первой-второй категории. Также имеются пенсионеры, предпенсионеры и многодетные семьи. 19 октября и 16 ноября приглашаем всех граждан, собственников налога на имущество, земельного налога, транспортного налога на Дни открытых дверей, которые пройдут у нас во всех налоговых органах республики. В этот день все желающие смогут получить информацию об уплате имущественных налогов физических лиц, подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Также специалисты ответят на все интересующие вопросы. День открытых дверей пройдет с 9 до 8. Всех желающих ждем. Уже 3-й год в Якутске работает Центр предиктивной медицины и биоинформатики. Он открылся на базе Республиканской клинической больницы номер 3 в 2021 году и уже успел зарекомендовать себя как весьма полезное медицинское учреждение. В чем заключается его основная деятельность, узнавала Мария Кардашевская. Новейшая медицина позволяет не только лечить уже полученные в течение жизни заболевания, но и выявлять предрасположенность к ним задолго до их появления. А вместе с тем и предупредить развитие болезни. Именно этим занимаются врачи Центра предиктивной медицины и биоинформатики. Мы проводим молекулярные генетические исследования на предрасположенность к хроническим неинфекционным заболеваниям, например, таким как артериальная гипертензия, семейная гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Более того, прежде чем назначить человеку длительный прием лекарств, в центре можно провести фармакогенетическое тестирование, которое поможет исключить нежелательные побочные эффекты для каждого пациента индивидуально по его ДНК. Для получения ДНК мы берем 100 мл крови, вот это вот все смешиваем с реагентом, ставим в центрифугу, после этого в термостат, получается осадок ДНК. Вот, например, это первый пациент. У него идет, что поднимается по 2 каналам. Это ФАМ и ХЕРС. И это означает, что у этого человека гетерозигота. Например, следующий человек у нас идет только по 1 каналу, по ФАМу. И это говорит, что у него не гетерозигота, а гомозигота, да, первая. И мы эти результаты отправляем нашим клиническим фармакологам, и они, в свою очередь, делают выводы на основании этих, что у этого человек может получить дозу такую-то, определенную, это подходит, это не подходит, это есть побочные действия и так далее. Для того, чтобы пройти такой анализ, необходимо подойти в Центр предиктивной медицины в Республиканской клинической больнице номер 3. Доктора в первую очередь соберут анамнез пациента и при наличии показаний назначат фармакогенетическое тестирование. Чаще всего мы вызываем пациентов, у которых общий холестерин выше 10 ммоль. Это у которых без инфаркта, без инсульта, то есть раннего сердечно-сосудистого риска. Также люди подходят на консультации, если перенесли ранний инфаркт миокарда. То есть инфаркт миокарда до 55 лет или инсульт. Фармакогенетические исследования проводятся на несколько групп препаратов. Это антикоагулянты, статины, лекарственные препараты, снижающие холестерины, противовоспалительные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты,
Также мы проводим контроль за эффективностью лечения антикоагулянтной терапии. Кроме всего прочего, в центре можно без направления пройти скрининг на выявление вируса папилломы человека, который может стать причиной рака шейки матки, что особенно актуально для женщин всех возрастов. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 6,6%, а число госпитализаций увеличилось на 4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, заболеваемость выросла в 51 регионе. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за неделю выздоровели около 16 тысяч человек, что на 2,6% меньше в сравнении с показателем недели ранее. Всего с начала пандемии в России выявили более 23 миллионов случаев заражения, более 22 миллионов выздоровели. В Нерюнгринском районе продолжается прививочная кампания. На текущий момент вакцину от гриппа получили уже около 7 тысяч детей и чуть больше 10 тысяч взрослых, что составляет порядка 38% от численности населения, подлежащего обязательной вакцинации. Получить прививку от гриппа может любой желающий в медицинских учреждениях района по предварительной записи. С устойчивым понижением температуры наружного воздуха традиционно ожидался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но благодаря принимаемым мерам в Нерюнгринском районе отмечается уверенный спад этих сезонных инфекций. Ситуация на территории нашего района характеризуется снижением заболеваемости респираторными инфекциями в среднем на 25% по всем возрастным категориям. И на текущий момент заболеваемость ниже эпидпорогов до минус 15%. Что говорит о благоприятном влиянии тех неспецифических профилактических мероприятий, которые проводятся на территории нашего района, в первую очередь в образовательных учреждениях, медицинских структурах и иных организациях различных форм собственности. Терапевт – универсальный врач. Он первый встречает пациентов, осматривает их, направляет на анализы. Ежедневно через кабинет каждого терапевта Мирнинской районной больницы проходит примерно 40 человек. Остальные пациенты ждут врачей дома. О том, как проходит рабочий день медицинского работника в честь Дня терапевта, узнавала Елизавета Седых. Тут больно? Нет. О, вот тут. Угу. У нас чаще всего вот здесь вот болезнь с волосами. Да. Через кабинет врача ежедневно проходит от 30 до 40 человек. Каждый последующий не похож на предыдущего. Поэтому универсальность – это лучшее качество терапевта. Больных нужно встретить, осмотреть, дать направление на анализы, поставить диагнозы. Забота о пациентах греет сердце, говорит врач-терапевт Туяра Ильина. Это была детская мечта с самого начала. Я помню в детстве, не знаю, я не могу сказать, что я часто болела, но картинка врача, белого халата – это прям детская мечта, которую очень хотелось исполнить. Плюс еще желание родственников, наверное, которые добавляли, скажем так, престижа этой профессии. И из-за этого захотелось в эту сторону. И я очень рада, что получила эту профессию. Туяра Ильина только начинает свой путь в терапевтическом направлении. В поликлинику устроилась год назад, как молодой специалист. Ожидания себя оправдали. Повезло с командой. Главный помощник терапевта и правая рука – медицинская сестра. Объем знаний участковой медсестры, конечно, очень широкий. Мы не только занимаемся вот именно приемом пациента. У нас и входит выписка рецептов, выписка анализов, ходим по домам. После рабочего дня в поликлинике медработники отправляются по участкам. Обходят пациентов, которые нуждаются в уходе и не могут прийти на прием. Вызывала я 2 раза, где 3 раза. А так, что приезжает она сама. Давление мерит, меня анализы берет она у меня. Связь с пациентами, находящимися на учете, поддерживают все терапевты. До квартир перемещаются пешком. Исключение – отдаленные районы. В таких случаях Мирнинская центральная районная больница предоставляет служебный транспорт. Зимой особенно тяжело. Не только из-за погодных условий. Работы подкидывает сезонное обострение простудных заболеваний. Давление поднимется. Подымалось, да. 150 у нас хвостиком. В Мирнинской центральной районной больнице работает 24 терапевта, 10 участковых. Пациенты относятся к работе доктора с пониманием, терпением и благодарностью. Медицинские работники утверждают, терапевт – это врач по призванию. Елизавета Седых, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». В Якутске продолжается строительство пристроя школы номер 26. Коробку здания возвели в августе, сейчас закончена кровля здания, готовность благоустройства площадки составляет 95%. В настоящее время обшивают наружные стены плиткой, внутри проводят канализацию и электричество.
Здание пристроя будет трехэтажным, общая площадь составит более 4000 квадратных метров. Здесь будут спортивные, актовые залы, 3 лаборатории и медицинский кабинет. Ввод дополнительного здания запланирован в декабре текущего года. Тогда в новых светлых классах будут обучаться учащиеся с 9 по 11 классы. На сегодняшний день стройготовность у нас 70%. Наружные работы все практически закончены. Только остались мафы монтировать. По пристрою у нас по зданию сейчас ведутся фасадные работы. Внутри отделочные работы ведутся, инженерные системы ведутся. Мы откроем обязательно центр детских инициатив. У школы появится возможность открыть группы продленного дня, потом подготовку для первых классов, курсы по повышению качества обучения наших 9-классников и 11-классников. Банк России 16 октября ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей. Обновленные купюры выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс. Банк России использует в оформлении модернизированных банкнот достопримечательности федеральных округов. Так, например, 1000-рублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. 5000-я посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Банкноты сохраняют цветовую палитру. 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей в красной. На банкнотах также размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот. Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. Пугаться новых банкнот не надо, но все же, как и любые наличные деньги, попавшие к вам в руки, необходимо проверять на подлинность. Для этого на банкнотах размещен QR-код. Центр «Мой бизнес» провел в Якутске круглый стол «Фокус внимания бизнес». Диалог с контрольно-надзорными органами власти. На одной площадке встретились представители контрольно-надзорных органов власти и бизнес-сообщества. Среди тем, которые были затронуты на круглом столе, изменение законодательства, антимонопольное регулирование, защита персональных данных, единый налоговый платеж и многие другие. Спикеры дали свои рекомендации по соблюдению законодательства и нормативно-правовых актов, которые помогут избежать нарушений и снизят риски при ведении своего бизнеса. Напомню, круглый стол состоялся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». На этот раз у нас уникальное событие, когда на одной площадке собрались представители контрольно-надзорных органов для диалога с предпринимателями и теми, кто только собирается открыть свой бизнес. Мы считаем, что диалог должен быть открытым и прозрачным, а при этом обе стороны должны признавать важность своей роли и стремиться к сотрудничеству. Взаимное доверие и уважение между контрольно-надзорными органами и представителями бизнеса – это основа успешного диалога. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие будет полезным для наших уважаемых предпринимателей. Под их ногами плавится паркет. В Москве проходят 29-е всероссийские соревнования по танцевальному спорту. Более 1000 пар со всей страны выясняют, кто же лучший в хореографии, гибкости и изяществе. Республику представили сразу несколько танцевальных дуэтов. С якутянами и их выступлениями нас познакомит Айсена Бурнашова. Утонченные и невесомые, нежные и такие изящные. Они порхали в медленном вальсе. Кружили и в чувственном танго. Прямая спина и отточенные движения – вот что отличает на паркете пару из Ленска – Валерии 8. Она еще читает по слогам, зато бегло исполняет с напарником па из самбы и румбы. Больше всего нравится спортивный танцевальный, потому что тут все энергично, классно. Ее партнеру Саше всего 11, и большую часть жизни он в танцах. Юный кавалер и даму в вальсе с легкостью закружит и за техникой проследит. Важны руки, ноги и бедра. Бедрами ты подаешь сигнал в руки и руками управляешь партнершей. И она понимает и идет на это движение. Недетские страсти кипели в категории постарше. Юниоры и юниорки танцевали так, что перья летели.
На зависть младшим в старшей группе особое внимание уделено дресс-коду. По правилам, это гладкие волосы, яркий макияж у девушек и брутальный черный костюм у парней. Белый верх, черный низ, как будто в школе учишься. Хочется Total Black. Да. Всего на соревнования приехали 5 пар из Якутии. 4 еще предстоит выйти на паркет. 29-й турнир по спортивным бальным танцам уже назвали самым массовым и самым длительным по времени проведения. Он продлится до конца этой недели. Надеюсь, что мы завоюем пьедестал. На самом деле очень волнуюсь к выходу, но уверена в себе. Перед собой якутские спортсмены ставят задачу дотанцевать до золотой медали. Ведь участие в этом турнире во многом определит их выступление на международных спортивных играх «Дети Азии» следующего года. В следующем году в нашей республике будут проходить 8-е международные игры «Дети Азии» для наших спортсменов. Для Орлхана Данилова, Миланы Мазановой, Аниты Федоровой и для Тимофея Проводина это такой стартовый турнир, подготовительный турнир к нашим международным играм. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. По данным Фонда кино, режиссерская работа Константина Тимофеева «Лоукут и Нюргусун» приблизилась к 20 миллионам рублей сборов в якутском прокате. Фильм, рассказывающий историю якутских Ромео и Джульетты, вышел в прокат 21 сентября. Менее чем за 3 недели картина заняла вторую позицию по сборам в якутском кинопрокате, сместив «Агент Мамба», который долгое время удерживал лидерство до выхода «Айты» Степана Бурнашова. Следует также отметить то, что «Лоукут и Нюргусун» показывает неплохую выносливость в прокате. С момента премьеры сборы за уикенд совпали лишь на 61%, что считается довольно неплохим результатом. В ноябре россиян ждут длинные выходные. В этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на субботу. Выходной день будет перенесен на понедельник 6 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать 3 дня подряд с 4 по 6 ноября включительно. Предпраздничный рабочий день в пятницу 3 ноября будет сокращен на 1 час. Рабочая неделя начнется со вторника 7 ноября. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.